Сегодня Международный день кино. Дата, которую отмечают как создатели, так и ценители кино. Это особый день и для нашей республики. Северо-Осетинская киностудия стала производственной базой фильмов для всего Северного Кавказа. Ах, любовь, семейная драма, во всем виновата Залина, буйный терек. Список можно долго продолжать. И за всем этим стоят люди, которые стояли у истоков создания киноискусства, люди, которые и сегодня, когда кино переживает нелегкие времена, верят в его возрождение. Карина Гигалаева продолжит тему. 12 игровых картин и около 70 документальных лент, ставших известными на всю страну. Автор одного из первых на Северном Кавказе мюзиклов «Песни над облаками». Фильмы Рафаэля Гаспарянца осетинский зритель был просто влюблен, а первые игровые картины в республике снимали на базе Северо-Осетинской студии телевидения. Первый фильм нашей студии назывался художественный фильм «Возвращение Коста». В основу легла опера Христофора Плеева, значит, посвященная Коста. И это был новый жанр для нас, музыкально-художественный фильм. Это был 1967 год. Фильм стал знаковым и получил высокую награду на Всесоюзном кинофестивале. И дальше список стремительно начал пополняться. Десятки героев, судеб, историй о любви, войне, дружбе и предательстве. В год в Осетии снимали 2 художественных фильма и порядка 18 документальных. Все фильмы, которые создавали в Осетии, показывали по центральному телевидению. Пленки тиражировались, отправлялись за рубеж. Вот так выглядят старые советские киноленты. Ее длина 300 метров, общий хрон 10 минут. Поэтому, чтобы снять часовой художественный фильм, нужно было 6 таких лент. Отснятую пленку монтировали, резали и склеивали в соответствии с режиссерским замыслом. Над одним фильмом тогда работали около 25 человек. Проекционных, монтажных, все делалось вручную. Заряжается на один проектор. Вот запускается, идет, через 10 минут на экране появляется такая точечка, сигнал для киномеханика, человека, который осуществляет демонстрацию, и он включает второй проектор. Поочередно до конца картины идет вот этот переброс. Ну-ка, все, хватит плакать, ну! Документальные фильмы, художественные. Работа в Северо-Кавказской студии кинохроники тоже не останавливалась. Северо-Кавказская студия кинохроники впервые зародилась в Осетии в нынешнем Доме кино. Это было в 1945 году, сразу после Великой Отечественной войны. Здесь работали режиссеры, сценаристы, они создавали документальные фильмы. И так было до конца 70-х годов. Времена, когда студия в год выпускала 48 номеров киножурнала, несколько документальных и научно-популярных фильмов, хорошо помнит Вячеслав Гулуев. Почти 60 лет он проработал на студии кинохроники. Пришло сразу после школы, начинал помощником оператора, потом была учеба в ВГИКе, а после он вернулся на Северо-Кавказскую студию. Наши документалисты в России, там тогда в Советском Союзе, считались одними, я не хвастаюсь, одними из лучших. Наше документальное кино славилось тогда. И многие фильмы, они были, так сказать, получали призы в международных фестивалях, хотя тогда это было очень-очень тяжело получить. Это вот Хазбигерач снял картину про Ужбу, вот, и потом эту картину Дампеца послали. И там этот фильм взял первый приз. Оператор Борис Насимов 2 года был признан лучшим оператором Советского Союза в документальном кино. Вячеслав Гулуев предан своей профессии. Сложные времена не пугают. Одна из последних наград – Гран-при Международного кинофестиваля. Ее оператор и режиссер получил за документальный фильм «Натиск». Картина о двукратном олимпийском чемпионе Суслане Андееве. Сегодня Вячеслав Гулуев – председатель Союза кинематографистов Северного Кавказа. В 2008 году снял фильм «Жить и побеждать» о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые в свое время были чемпионами мира по футболу и до сих пор входит в состав сборной России. А в его кабинете хранится коллекция старых камер. А вот на этой камере после войны снимали даже наши фронтовые операторы, те, которые приехали после войны, фронтовики. И вот на этой камере, сказать, вот это тогда тоже был как дефицитная наша отечественная камера, снимали. А потом появилась более-менее современная камера, вот эта камера, вот.
А эта камера до конца нашей студии, пока студии существовали, мы на этой камере снимали. В начале 80-х Северокавказская студия состояла из нескольких кинозалов, монтажных комнат, операторских кабинок и студии звукозаписи. Сейчас о том, что здесь когда-то кипела работа, напоминают только оставленные вещи – записки, кинопленки, фотографии. Но есть люди, влюбленные в кино, люди, которые знают, как его делать, и есть надежда, что кино в Осетии возродится. Карина Гигалаева, Давид Битиев, Алан Суанов. Новости Осетии.